Генеральная уборка на территории 12-й школы задействовала, кажется, весь коллектив учреждения. Но нет, основной педагогический состав сосредоточен внутри. Все заняты хозяйственно-административными делами. Свежепобеленные стены, интересные декоративные решения, информационные щиты и обновленная мебель. После косметического ремонта здесь готовы принять детей в новом учебном году. Школа новая. Она нуждается только в косметическом ремонте. Открывали мы школу в 2018 году. Соответственно, проводим поверхностный ремонт. На сегодняшний день я могу отметить и сказать о том, что практически по всей школе весь ремонт уже завершен, во всех учебных кабинетах он уже произведен, в коридорах, спортивный наш зал, актовый зал, столовая. В принципе, мы готовы для того, чтобы принять наших детей. Школа рассчитана на 704 посадочных мест. Обучается здесь 669 учащихся. Проблем с кадрами в учреждении нет. Обновленные классы, спортзал и большой пищеблок. Разнообразие и количество кухонного оборудования здесь позволит готовить первое, второе и десерты сразу нескольким поварам. А в случае задымления или пожара имеются огнетушители. Предусмотрели план эвакуации и указатели на аварийный выход. И МЧС, и Росгвардия, и многие другие структуры, которые контролируют учебный процесс во всех образовательных организациях, очень тщательно проверяют, приезжают, контролируют. Святая святых любой школы, библиотека. Здесь мы застали заведующую за инвентаризацией и учетом книг, в основном изучаемых по школьной программе. Это и учебники, и методические пособия, словари и энциклопедии. У нас, вот смотрите, книги за 3 класс, ингушский язык, основы этики, литературное чтение. Можете посмотреть сами. У нас все книги есть, многим детям хватает книги. Если что, мы стараемся обеспечить книгами всех детей. Это литература, да, ингушская у нас? Это язык ингушский. А литература есть? Есть. Вот смотрите. И в достатке хватает? Да, хватает книги. О том, готова ли к новому учебному году республика в целом, рассказали в Министерстве образования. Коротко о фактах и цифрах. К 1 сентября в регионе будут функционировать 253 образовательных учреждения, в том числе 135 школ и 84 дошкольных учреждений. Откроют двери впервые в этом году 2 новые школы. В Ингушетии успешно реализуется федеральная программа модернизации школьных систем общего образования. При подготовке образовательных учреждений к новому учебному году у нас в текущем году было отремонтировано в рамках реализации федеральной программы модернизации школьных систем общего образования 13 школ у нас прошли капитальный ремонт. Значит, в 3 школах отремонтированы спортивные залы, в 4 школах созданы уличные спортивные сооружения и в 7 школах созданы спортивные клубы. Спортивный зал отремонтирован и во 2-й школе Магаса. Здесь обновлено не только само помещение, но и приобретен спортивный инвентарь. Это теннисные столы и все принадлежности теннисного оборудования. Вот теннисные столы у нас, мы уже определили, какие у нас будут занятия по дополнительному образованию, внеурочной деятельности именно в спортивном направлении. У нас теннисный стол стоит, мы специально отвели для этого помещение. В этом помещении вы можете посмотреть. И пока стоит он у нас в спортивном зале, мы его перенесем в один из наших холлов, чтобы ребята во время перемены тоже могли заниматься теннисом. К 2024 году в России в рамках нацпроекта образования планируется открыть 16 тысяч центров. Точка роста. В регионе на базе сельских школ и малых городов уже функционирует 12 таких центров. Так, учебные кабинеты во 2-й школе оснастили ноутбуками, робототехническим оборудованием, лабораториями по физике, химии и биологии. О готовности учреждения принять детей к 1 сентября говорит и обстановка. Аббат и азбука уже разложены на партах. Проведен косметический ремонт, обновлено игровое оборудование на детских площадках, установлены флагштоки, так что в каждый понедельник торжественно будут поднимать флаги России и Ингушетии. В общем, все готово. К новому учебному году начинаем готовиться уже с конца мая. Прежде всего мы составляем для себя план мероприятий по подготовке школ к новому учебному году. И в соответствии с этим планом стараемся, чтобы были выполнены все пункты плана.
Ну, что касается подготовки, это не только какие-то там ремонтные, косметические работы. Сюда входит все. Сюда входит и пожарная безопасность, и антитеррористическая защищенность, и учебная часть, ну и ремонт, если он необходим в школе. Поэтому готовимся мы, можно сказать, все лето. Приятного аппетита! Здесь желают даже стены на 15 языках. Так что образовательный процесс в этой школе не прервется даже в обеденное время. В столовой и в учебных классах предусмотрели бактерицидные лампы. Также закупили некоторую мебель. По школе нам Министерство образования помогло, закупило дополнительно столы и стулья, потому что детей у нас достаточно много в этом году, много вновь прибывших учащихся. Поэтому мы получили мебель. Мебель это у нас уже расставлена. Самым значимым событием в этом году в Министерстве образования называют запланированное на 1 сентября открытие Центра одаренных детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». В центре «Олимп» будут проводиться занятия со школьниками в сфере науки, искусства и спорта. Он у нас будет находиться в сельском поселении Яндари. Это будет школа-лицей и школа-центр для одаренных детей «Олимп». Создан он по линии реализации национального проекта образования, региональный проект «Успех каждого ребенка». Это будет образовательное учреждение, реализующее разноуровневые программы, в том числе и общеобразовательное направление, реализация стандартов общего образования. Помимо того, там будет и внеурочная деятельность, и дополнительное образование детей, и, соответственно, особый акцент будет отдан детям, одаренным детям. Готовность региона к новому учебному году обсудили на заседании главы республики, где доклад представила зампред правительства и министр образования региона Эсет Бокова. Подготовка образовательных организаций республики к новому учебному году осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Во всех образовательных организациях, предъявленных к приемке, к новому учебному году проведены косметические ремонтные работы. Медицинские кабинеты имеются в 112 образовательных учреждениях из 135 укомплектованы медицинским оборудованием и медикаментами. 22 школы, расположенные в ветхих помещениях, заключили договор с территориальными лечебно-профилактическими учреждениями. Перед началом учебного года во всех образовательных организациях проведены мероприятия по уборке и дезинфекции помещений. Работа учреждений образования в новом 2022 учебном году планируется в очном, то есть традиционном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В России 1 сентября за парты сядут 258 238 школьников. Из них впервые в школы пойдут 28 525 первоклассников. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.